Наша организация занимается гуманитарной интеграцией в странах евразийского пространства, поэтому юбилей Чингиза Айтматова, он близок нам и по роду деятельности, и, наверное, по роду истории, потому что, читая труды Чингиза Таракуловича, нужно отметить, что они, в принципе, написаны все на очень простом языке, который доступен любому читателю. При этом поднимаемые вопросы, они затрагивают те ценности, общечеловеческие ценности, о которых нынешнее общество большей части как-то не то что забывает, но не замечает, особенно в воспитании молодого поколения. Читая его книги, мы задумываемся в первую очередь о любви к природе, о любви к обществу, о своей, наверное, гражданской ответственности, которой был наполнен сам полностью Чингиз Таракулович, о любви друг к другу. Поэтому вот такой наполненный любовью человек не мог родиться, наверное, без любви, потому что говорят, от любви рождается любовь. Поэтому, наверное, его мать, она все-таки татарка по национальности, и как дочь татарского народа, и его отец, сын киргизского народа, наверное, создали ту любовь, в которой родился Чингиз Таракулович, наполнили его этой любовью, и он эту любовь начал дарить, как говорится, нашим читателям и многим поколениям. Что пишет Чингиз Айтматов в своих произведениях, это события не только, наверное, на Земле, но и в космосе. Это горы, степи, моря, океаны. Он охватывает весь мир. И в своих произведениях он отвергал и осуждал историческое беспамятство, как ранее говорили, ввел такие понятия впервые в истории, это как манкуртизм, бездуховность, невежество, корыстолюбие. Потому что дефицит совести способен привести к самым изощренным и, наверное, бесчеловечным действиям на Земле. И именно его произведения, они... Вот одно из произведений, это «Буранный полустанок», где вот как раз Манкурт Джаламан убил свою мать. И в его роли, наверное, мы видим там многих из своего окружения, те, кто за фальшивым блеском тех ценностей, ложных ценностей, готовы забыть свои национальные и культурные корни. Потому что именно наша идентичность, этническая, она их совокупный ансамбль, наверное, и образовывает ту ценность общей культуры и как народов Евразии, и народов Советского Союза, которые были раньше, они держались именно на этнической идентичности, потому что тот народ, который забывает о своих традициях, о своем языке, о своей культуре, превращается в население. Поэтому мы, наверное, как молодое поколение, стараемся, во-первых, мы это осознаем и стараемся это предупредить. Произведения Чингиза Таракуловича, они являются мощным инструментом, очень мощным инструментом для популяризации этих ценностей, для формирования, наверное, той площадки, на которой будет проникновение культур осуществляться не только кыргызского народа в другие, но и в принципе общение всех представителей всех культур может происходить, читая его произведения. Поэтому Баут Алагонович говорил по поводу чтений, айтматских чтений в Москве, в России. Это надо делать не только, наверное, с точки зрения популяризации произведений, но и с точки зрения формирования некой культуры киргизского народа, особенно в Москве, где актуально это, чтобы формировалось, наверное, портрет киргизского народа не на почве каких-то негативных фактов, а именно на почве таких деятелей, которые внесли вклад не только в свой народ, но и он является также русским классиком, потому что виртуально владел русским языком. И это будет как раз
снижать, наверное, ту напряженность, которая может существует там, отчасти в отношениях от того, что есть закрытость, межкультурная закрытость, нет проникновения культур. Также хочется, наверное, отметить деятельность Чингиза Таракуловича не только как писателя и дипломата, но и как общественно-политического деятеля. Вот его детище – это Иссык-Кульский форум интеллектуалов. Последние 2 года его возобновили деятельность. В 2011 году провели молодежный форум, международный, межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества. Но как раз к юбилею, наверное, вот, стал вопрос провести и взрослый форум интеллектуалов. Поэтому, Баутал Лагунович, мы готовы как-то посотрудничать с организацией этого форума и провести его как дань в юбилею. Потому что тот форум, который проходил последний раз, на нем присутствовало не только представители там, Советского Союза деятелей, но и многих разных стран мира. И они отмечали важность тех тем, тех вопросов, которые были подняты. Потому что как развивается человек в частности, так развивается общество в целом, так развивается диалог между обществами. Потому что гуманитарная составляющая человека, его духовно-нравственная составляющая – это основа. Сейчас вот в России стал вопрос как раз в кризисе именно национальной идеи, именно духовно-нравственной составляющей. Поэтому общество, оно сейчас само требует тех, наверное, воспитания в себе, воспитания своей молодежи, той нравственной стороны, поднятия уровня значительно. Поэтому та деятельность, которая была произведена Чингизом Таракуловичем, она, безусловно, словами ее не передать. Было подписано трехстороннее соглашение между посольством, самой библиотекой и Российско-Киргизским деловым советом об издании полного собрания сочинений Айтматова. С тех пор, конечно, времени прошло еще мало, но все-таки в каком состоянии находится сейчас этот проект и какие перспективы на ближайшее, скажем, будущее? Спасибо. Спасибо. Действительно подписан такой документ. Проведена первая встреча. Я еще раз, Георгий Вартанович, буду рядом с вами в словах высокой оценки Екатерины Юрьевны Гениевой, руководителя библиотеки иностранной литературы. Человек с большим сердцем, моторный, много идей, много подсказок хороших. Подписали документ с Киргизско-Российским деловым советом о том, что будет издано собрание сочинений Чингиза Таракуловича. Проведена первая встреча, где вот идет техническая обработка таких, обмен мнениями по техническим деталям, как это должно выглядеть. Разрабатывается концепт, да, я буду кратко, концепт издания. Пока так. Я добавлю, если можно. Вот, наша организация сейчас приступила к реализации крупного гуманитарного проекта «Библиотека классиков литературы и философии Евразии». Вот, там Чингиз Айтматов, у него будет полный сборник, мы над этим уже работаем. Произведения сейчас будут все изданы под общим сборником, многих, там около 30 литераторов и философов. Это будет отдельная библиотека, она будет в доступе в онлайн и в книжных носителях. Кстати, про онлайн мы бы хотели бы дальше поговорить с Министерством культуры России, сделать, скажем так, чтобы произведения Айтматова были вообще доступны в электронном формате. Есть вот первичный опыт, именно как бы российские писатели, да, и хотели бы сделать, чтобы Айтматов также вот этот проект реализовать. Опять-таки идет приближение, да, как это сделать. А вот книжный проект, благодаря Екатерине Юрьевне Гениевой, предложено очень шикарное название «Айтматов библиотекам России». Да, вот общее такое название проекта, мы идем с таким лозунгом. Прежде всего, наверное, хотел бы поблагодарить и организаторов, и участников этого круглого стола. Но, в свою очередь, хотел бы несколько предложений на рассмотрение, в том числе и на сотрудничество в будущем. Но про электронные методы работы уже уважаемые спикеры сказали. А хотел бы, наверное, сказать одну маленькую вещь, которую, к сожалению, всегда упускают
Я не знаю почему, то ли недопонимание, то ли это нет такой необходимости. Вот, и я считаю, что такие мероприятия не должны проходить без участия, опять-таки, молодежных организаций, представителей молодого поколения, потому что мы сколько угодно можем говорить, сколько угодно можем переиздавать эти книги, хвалить, гордиться, восхищаться, но пока молодежь не будет покупать эти книги, пока молодежь не будет скачивать в интернете эти произведения и читать их, мы сколько угодно можем себя, мы просто загоним в тупик. Рано или поздно те люди, которые знакомы с этим искусством, они уходят, к сожалению, но мы должны прививать любовь к этому. Чтобы прививать любовь, необходимо, чтобы молодежь хотя бы об этом слышала. К сожалению, я сейчас не знаком со школьной литературой, но что они изучают, не могу сказать. Но могу сказать то, что в связи с реформой, в том числе образования, есть очень много непонятных вещей, и я думаю, что в том числе и такие классики выпадают из этих знаний, и то, что был выпущен тем же Министерством образования список книг, куда были включены или не включены те или иные произведения великих классиков для чтения школьников добровольного, думаю, что в современном обществе это немного неправильно интерпретируется, и молодежь немного по-другому сейчас воспринимает информацию. И я бы хотел, наверное, в свою очередь, как совладельца одного из информационных агентств «Регион онлайн», могу сказать, что можем выделить площадку, в том числе под какие-то электронные возможности, для того, чтобы это дело выходило больше в массы. И думаю, что РИА Новости в этом деле делает большой успех, и другие люди готовы поддержать это дело. Необходимо выводить это дело в массы. В массы в том плане, что вот то, что вы говорили прекрасное о деятельности, о жизни Чингиза Айтматова, то, что это должно стать достоянием народа. И молодежь должна участвовать. Вот сказали про Московский дом национальности и так далее. К сожалению, как мы видим, либо не были приглашены, либо их здесь нет. Опять-таки, тех же представителей, молодых представителей разных народов. Необходимо привлекать молодежь. Я вам скажу честно, как сказал в свое время Владимир Владимирович Путин, не думайте, что каждое поколение, оно хуже предыдущего. Наоборот, каждое поколение лучше предыдущего, только мы каждый думаем, что мы умнее тех, кто родился позже. В связи с этим я бы, наверное, призвал бы, и с нашей стороны у нас самая крупная организация, имеет представительство в 10 странах, готовы принять непосредственное участие не только в проведении конкретных мероприятий, но именно в популяризации всех этих идей. И думаю, что если вы нас поддержите, то мы готовы начать деятельность в этом направлении. В этом году во многих странах мира отмечается юбилей выдающегося евразийского классика, кыргызского писателя Чингиза Турекуловича Айтматова. И для нас было бы огромной честью принять в этом участие. Для нас, и это я имею в виду проект «Россия для всех». Это проект РИА Новости, который выходит на 8 языках, в том числе и на кыргызском языке. Хочу сказать, что это беспрецедентный случай, когда в Москве в федеральном СМИ выходит портал на диаспоральном языке. И хотелось бы сказать, что это мероприятие для нас очень значимо. Мы провели сегодня круглый стол в формате не просто воспоминаний, а выстраивания диалога между всеми теми, кто хотел бы продолжить идеи Чингиза Айтматова, особенно среди молодежи. Я думаю, что своей цели мы достигли, и круглый стол, я думаю, он прошел так с резонансом.